День за днем корреспонденты нашего канала следят за тем, что происходит в республике и за ее пределами. О самом главном расскажем в ближайший час. Вы смотрите итоговую программу «Якутия. День за днем». Меня зовут Иван Лазаренко, и вот о чем мы поговорим сегодня. Одна из самых насущных проблем региона – транспортная доступность. На этой неделе с вводом ряда новых объектов жизнь тысяч якутян стала намного легче. И с введением в строй данного объекта этот участок федеральной трассы А331 Вилюй наконец-то стал круглогодичным. Люди с семьями остаются без крыши над головой и имущества. В Нерюнгри продолжают гореть жилые дома. У нас семья спала, загорелась, успели только взять документы и выскочить. В республике продолжается реализация программы местных инициатив. Расскажем, какие еще проекты получили свое воплощение в жизнь. Единственный вид транспорта круглогодичного действия. Гражданская авиация Якутии празднует 95-летний юбилей. 8 октября 1925 года в небо Якутия взмыл первый летательный аппарат, созданный руками человека. Самолет «Сопвич» полуторастроечный. И все-таки дизель, бензин или газ. О всех преимуществах газомоторного топлива узнавали участники автопробега из Санкт-Петербурга в Мирный. Никакого другого ощущения, то, что едет на метане или на бензине, я не почувствовал разницу. То есть машина свои технические характеристики полностью оправдывает, идут плавно, ход плавный, и мощность не теряется. Уже 57 лет в эфире. Расскажем и покажем, как живет и работает большая телевизионная семья нашей республики. Все снято. Давай занос. Еще раз, мне нужен крупный план. Понял тебя, иду к берегу. По решению оперативного штаба республики по недопущению распространения на территории Якутии коронавирусной инфекции, указ главы Якутии от 1 июля, внесены изменения. Так, согласно указу, организациям, независимо от форм собственности, предписано еженедельно проводить генеральную санитарную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств. В предприятиях оптовой и розничной торговли, общественного питания, сферы услуг площадью свыше 400 квадратных метров дезинфицирующие мероприятия должны проводиться по понедельникам с 8 до 12 часов утра с закрытием объектов. В предприятиях площадью менее 400 квадратных метров дезинфекция будет проводиться по воскресеньям с 8 до 12 часов утра также с закрытием объектов. Кроме того, глава Якутии Айсен Николаев по итогам заседания Республиканского оперативного штаба поручил Министерству предпринимательства, торговли и туризма Якутии и административным комиссиям муниципальных образований и городских округов ежедневно проводить контрольно-надзорные мероприятия в развлекательных заведениях и предприятиях общественного питания на предмет соблюдения всех санитарно-эпидемиологических мер и требований, а также на предмет соблюдения требования о приостановлении деятельности ночных клубов, караоке-залов и иных аналогичных объектов. К нарушителям будут приняты меры административной ответственности. Предприятия общественного питания, в которых работают танцполы, караоке-залы, также будут привлечены к ответственности вплоть до закрытия таких заведений. Конечно, никто не в силах заставить взрослого человека соблюдать все меры предосторожности. Никто не может постоянно контролировать, носит ли он маску в общественных местах, моет ли он руки, не посещает ли он массовые мероприятия. Но каждый из нас обязан отдавать реальный отчет в своих действиях, зная, что из-за коронавируса умирают люди, которые даже несмотря на возраст и болезни могли бы жить еще дольше. Нам всем надо думать не только о себе, но и об окружающих людях. Только такая солидарность и взаимная забота помогут защитить свою безопасность и здоровье родных людей. Тем временем на этой неделе в целях организации текущих мероприятий, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции на территории муниципального района Мегино-Кангаласский улус, оперативным штабом района было принято решение с 7 октября этого года до особого распоряжения перевести на дистанционную форму обучения учеников с 1 по 11 классы школ в селах Майя, Хара, в Нахаринском наследии и поселке Нижний Бестях. Нижнебестяхская школа номер 2 вновь перешла на удаленку. Учебный год для всех обучающихся начался с 9 сентября. Они по сей день учились по смешанной форме, то есть классы были разделены по группам. Одна часть уроков проводилась в очной форме, а другая часть в заочной.
При этом масочный режим дезинфекции при входе строго соблюдалось. Конкретно заболевших коронавирусом не было выявлено. Есть дети, которые заболели сезонными заболеваниями, ОРВИ, получается. И если ребенок заболевает, они сразу пишут, до этого, пока учились очно, писали заявление на дистанционное обучение. В школах все классы снова пустуют. Лишь некоторые учителя, у кого нет возможности выхода в интернет, сидят в классе и проводят занятия. Для учителей это не первичный случай, но у них уже имеется достаточно навыка провести урок удаленно. Все возможные варианты двузначных чисел с повторением. Вообще связь у нас хорошая, можно сказать. Почти все дети входят нормально. У нас есть маленький опыт, начиная с весны. Сейчас, как у нас шли уроки в 3 смены, также и будут вестись уроки в дистанционном формате. Да, педагоги дополнительного образования тоже готовятся. Они тоже будут все это проводить в дистанционном формате. У обучающихся тоже имеется маленький опыт к дистанционному обучению. В некоторых случаях им даже удобно выполнять внеурочные задания. Учиться для меня дистанционно это удобно, потому что я успеваю делать домашнюю работу быстрее. Я и так хочу в школу. Ну а те, кто переехал из другого района и тем более проходит адаптацию в другой школе, удаленное занятие для него малопонятно. Здравствуйте, а вот это вот то, что вы только что сказали про реформу, это записывать в тетрадку или нет? Педагоги Маинского лицея для качественного освоения образовательных программ пользуются более эффективными платформами. Помимо этого применяют разные педагогические технологии и мобильные приложения. Единственный минус для педагогов – это нет возможности индивидуально побеседовать с учениками. Дистанционное образование имеет массу преимуществ и своих плюсов. Например, могу выделить такие, как гибкость, построение индивидуального плана обучения. В таких условиях можно, конечно же, добиться каких-то больших успехов, именно достижения образовательных успехов нашими учениками. Родителям, воспитывающих 2 и более детей школьного возраста, дистанционное обучение – процесс сложный. Их надо контролировать, чтобы не пропускали занятия. Мне впервые сын за 8 лет сказал: мама, я хочу в школу. Детям сложно это все запомнить. Я тоже работаю, стараемся. Напомним, кроме общеобразовательных учреждений, студенты профтехобразований в поселке Нижний Бестях тоже все на удаленке. Когда учишься, например, в самом ручном училище, там лучше все объясняют, а когда ты учишься сам дистанционно, там некоторые не понимаешь. А так, когда учился в ручном училище, учился на отлично, а сейчас из-за дистанционного на хорошиста. Я ничего не буду. Да, в конечном итоге проблемы есть всегда. У кого-то нету интернета, где-то связь плохая. Если попытаться найти все недостатки, можно этим и жить. Но это не повод, чтобы отказаться от традиционного обучения детей. Выход есть всегда. Все мы твердо верим, что скоро все это закончится. Артур Старостин, Зоя Герасимова, Мигино-Кангаласский район. Ну и продолжая тему, одной из самых пострадавших отраслей от коронавируса в том числе является индустрия развлечений. Во многих регионах страны до сих пор запрещены массовые мероприятия, не работают театры и не проводятся концерты. Тысячи людей остались без работы. Как индустрия собирается выходить из кризиса и кто даже в новых условиях уже планирует новогодние корпоративы, подробности в нашем следующем материале. Уже полгода главной концертной площадкой для Алены Подлужной Ултай стала эта студия. Здесь она экспериментирует и готовит новые треки. Благо времени на репетиции стало хоть отбавляй. Сейчас полная неопределенность. То есть если раньше был на руках график,
И ты видишь билеты все, да, ты понимал, куда ты едешь, ты примерно рассчитывал, на что ты будешь жить, как ты будешь там платить за какие-то вещи. Сейчас ничего не понятно, у меня вот сейчас ни единой нет ни одного заказа. Я дала мастер-класс недавно, и все. Сейчас перед очень многими организациями, это колоссальное количество народа. В нашей индустрии работают не только промоутеры, но и технический персонал, и сами артисты. Все абсолютно остались без средств к существованию. Правда, концерты в Москве проводить разрешили. Понятно, есть ограничения. Это количество зрителей до 3000. Заполняемость площадки должна составлять не более 50%. Действует шахматная рассадка, применяются меры санитарной обработки. Но зрители на мероприятие не пошли. Площадки пустуют, рестораны еще не знают, что будут делать, потому что никто не уверен, что произойдет через 2 недели, и все находятся в таком немножко паническом состоянии. Что касается артистов, они сидят в основном без работы. Многие жалуются, что, опять же, больших корпоративов у них нет, отменились гастроли. Многие концерты перенеслись на 2021 год. Действительно, многие традиционные мероприятия были перенесены на следующий год, например, фестивали «Новая волна» или «Спасская башня». А вот Московский кинофестиваль все-таки состоялся. В его конкурсную программу короткого метра попал якутский фильм «Сулус» режиссера-дебютанта Анастасии Борисовой. Это история о женщине, которая пытается вернуть своего ребенка, которого похитил ее бывший муж некоторое время назад. Это такая история о борьбе человека и системы. Правда, этот новый мини-триумф якутского кино земляки оценить на премьере не смогли. Из-за пандемии организаторы ограничили проход на показ картины. Но, несмотря на все трудности, артисты не унывают. Многие из них решили провести вынужденные каникулы с пользой. Весь мир сидит в напряжении, ожидает второй волны, закрытия на этот карантин. Поэтому я решила освоить новый якутский инструмент, наш шукырымпу. Уже заказала у мастера, уже изготавливается для меня специально. И думаю, что таким образом расширю свой репертуар, порадую еще своих поклонников. Но возможности заработать у артистов все-таки появляются. Традиционно осенью начинается подготовка к новогодним корпоративам. Заявок на праздники не так много, но они есть. Сейчас новогодние праздники, например, заказывают только те, кого не сильно ударила эта пандемия. Например, IT-компании, либо компании, которые занимаются производством, или бюджетники. Многие артисты надеются, что с Нового года ситуация с коронавирусом нормализуется и можно будет вернуться к привычному расписанию. А пока остается только подстраиваться под новые реалии. Максим Кардозу, Джур Березкин, Виктор Олесов. День за днем. Москва. Сейчас мы ненадолго прервемся. Смотрите в продолжении программы. Транспортная доступность региона получила серьезное улучшение. Несколько мостовых переходов ввели в эксплуатацию. Паромная переправа Якутск-Нижний Бестях. Неужели удалось навести порядок в творившемся там хаосе? Мы продолжаем программу. Накануне на границе Верхневилюйского и Нюрбинского улусов состоялось открытие мостового перехода через речку Тюкян. Подрядная организация «Хотьковский автомост» сдал объект раньше установленного срока. На торжественном открытии моста побывал наш корреспондент Роман Савинов. Для возведения моста через речку Тюкян на 702-м километре федеральной трассы Вилюй из федерального бюджета было выделено свыше 2,5 миллиардов рублей. В 2018 году к строительным работам приступила компания «Хотьковский автомост». За 2 года компания построила, собственно, сам мост протяженностью 267 погонных метров и 4-километровый участок трассы. Это так называемые подходы к мосту 3-й категории с асфальтобетонным покрытием. И с введением в строй данного объекта этот участок федеральной трассы А331 Вилюй наконец-то стал круглогодичным. Мостовой переход через речку Тюкян соединяет 2 района – Верхневилюйский и Нюрбинский районы. Мост имеет 3 русловые и 2 береговые опоры. На мосту установили 560 погонных метров наружного освещения, более 7000 метров барьерного ограждения. Установлены новые дорожные знаки и нанесена дорожная разметка.
Наше ежедневное присутствие обеспечило здесь выполнение работ с должным качеством. То есть мы, как представители заказчика, здесь ежедневно контролировали качество, технологию, применяемые материалы, все, чтобы это соответствовало нормативной документации и проектной документации. Нюрбинский район расположен так, что его разделяют две реки Вилюй и Мархат. Десятки лет, чтобы добраться до Якутска, приходилось 2 раза переплавляться на пароме через Вилюй и еще переезжать через наплавной мост в Тюкяне. А в сезон распутицы район оставался отрезанным от административного центра Якутска. Но с вводом в эксплуатацию в прошлом году моста через Марху и сегодня моста через Тюкян дорожная логистика значительно улучшилась. Что касается ценообразования, то, конечно, оно будет иметь максимальное значение и будет способствовать эффективному снижению вообще цен на продукты, потому что когда мы учитываем все предприниматели, все торговые организации, а также все вычеты и расчеты, которые производятся, они производятся с учетом паромных переправ и тех сезонных распутиц, которые у нас были. На строительстве мостового перехода через Тюкян было привлечено несколько субподрядных организаций. Нюрбинский филиал «Рикавтодор» также внес свой вклад в строительстве этого объекта. Местные ребята работали на подготовке дорожного полотна к подходам к мосту. Наша работа заключалась в том, чтобы подготовить и отсыпать подходы. Подходы 4 километра. Работу мы начали 10 марта 2019 года, в прошлом году. Отсыпано порядка 360 тысяч кубов земполотна. Подготовлено основание ЩПГС. С нашей стороны горизонтальная разметка, укрепление откосов. Мостовики сдали свой объект гораздо раньше намеченного срока. Несмотря на то, что работа была проделана весьма быстро, качество объекта на высшем уровне. Благодаря строительству моста через речку Тюкян наконец-то удалось ликвидировать понтонную переправу и обеспечить круглогодичное движение автотранспорта на данном участке Фат-Вилюй. И теперь нюрбинцам остается лишь дождаться ввода в эксплуатацию мостового перехода через реку Вилюй под Верхневилюйском. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Нюрбинский район. Еще один мостовой переход ввели в эксплуатацию в Сомтарском районе. Он проходит через реки Сасар-Юрях и Улахан-Мугур. Длина 25,5 метров с устройством 4 водопропускных труб. Также завершили капитальный ремонт участка федеральной трассы Вилюй. Это участок с 991 по 1008 километр. Как отметил исполняющий обязанности председателя правительства Якутии Андрей Тарасенко, благодаря поддержке федеральных властей и реализации федеральной государственной программы развития транспортной системы, а также профессионализму дорожников в республике. Стройка велась по плану, материалы все нормальные, где-то даже с опережением графика. Качество, я думаю, достойное, скажем так. Хотелось бы пожелать безаварийного движения. Еще один новый мост соединил 2 берега реки Малая Бутуобия в Мирнинском районе. Длина моста составляет 191 погонный метр. Сооружение имеет 2 русловые и 2 береговые опоры. На мосту также установили наружное освещение. Работа по строительству моста началась в конце сентября 2018 года, и по плану ввод в строй был назначен на 31 октября. Однако, несмотря на пандемию коронавируса, подрядчик сдал объект на целый месяц раньше срока. Если говорить о дороге Вилюй, то концепт Федерального дорожного агентства на сегодняшний день таков, что нам необходимо обеспечить круглогодичное движение по дороге для того, чтобы создать задел для дальнейшего развития и совершенствования транспортно-эксплуатационного состояния. И видим, что на сегодня это получается. Соединить Горный и Кобяйский районы. Уже совсем скоро между ними откроется круглогодичный комфортный проезд. Напомню, автомагистраль Кобяй обеспечивает транспортную доступность к федеральной дороге Вилюй и является одним из приоритетных направлений для Якутии. С какими трудностями столкнулись дорожники, расскажет Алексей Соколов. Самым сложным в строительстве дороги оказалось возведение моста через речку Тюгюяне. Почти 107 метров. Покрытие полностью из бетона. С 2 сторон подходы по 450 метров. Завершить работы оказалось возможным только благодаря федеральному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Этот мост строится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Переходящий объект 19-20 год. Финансирование федеральное.
мост и строительство автомобильной дороги самой Кабайда. Это получается 16 километров в этом году, в 2020 году сдача. Еще одна трудность, с которой столкнулись приезжие подрядчики, это вечная мерзлота и специфические северные грунты. Здесь специфичные грунты, то есть суглинки, суписи. Вот, такие грунты, которые во влажном состоянии они начинают течь. Вот, ну, то есть как бы растекаться. Старались, чтобы все работы производились в зимнее время, то есть как согласно проектным требованиям. Подрядчики дают гарантию на 8 лет и уверяют, дорога простоит еще дольше. Я 100% скажу, что стоять он будет. И следили за качеством здесь, на данном участке. И как бы все работы были строго выполнены качественно. Остались сущие мелочи – барьерные ограждения, сигнальные столбики, дорожные знаки. И уже в конце этого месяца, немного опережая график, дорожники планируют полностью сдать стратегически значимый для республики объект. Алексей Соколов, Анна Васильева, Семен Семенов, Кабайский улус. Ну а там, где моста еще нет, ежегодной головной болью для тысяч якутян становится паромная переправа по маршруту Якутск-Нижний Бестях. Однако в последнее время проведен целый ряд мероприятий по улучшению ситуации. О том, что делается для удобства водителей, расскажет Федорова Виктория. Всего в окрестностях Якутска действуют 3 переправы. Вопрос их организации волнует множество якутян. По направлению Якутск-Нижний Бестях работают 16 паромов с общей грузоподъемностью более 12 тысяч тонн. Каждое лето здесь разыгрываются настоящие баталии с ссорой и руганью. Нередко доходит и до рукоприкладства. Для решения наболевшей проблемы в конце августа этого года правительство республики рассмотрело и утвердило комплексные планы по развитию территории причалов. Заезжают машины в чистую зону, на корабль, соответственно, оплата, касса, единый тариф, единая система обеспечения. Есть свободный паром, этот паром сразу подается, чтобы снять эту очередность и так далее, и так далее. И регулируется весь поток машин. Если раньше все частные перевозчики были сами по себе и наладить порядок на переправе, особенно в сложные сезоны и в выходные дни, было практически невозможно, то сейчас они объединились в одну общественную организацию. Чтобы упорядочить движение автомобильного транспорта, избежать столпотворения, столкновений, каких-то там драк, разборок, значит, объединились в прошлом году в середине навигации, объединились в единое расписание с компанией Лентранс и стали работать уже с 7 паромами по единому расписанию. Вскоре будет сформировано общее расписание движения судов, единые тарифы на перевозку и система оплаты проезда на берегу. Станет намного комфортнее и в плане благоустройства. Определена схема движения, установлены камеры видеонаблюдения, камеры нарушений правил дорожного движения, соответственно, элементы благоустройства, торговые точки, санитарные зоны. Ну и, соответственно, это все позволит, также прозрачно проводить все платежи. Если в будние дни на переправе тихо, то уже начиная с пятницы поток машин значительно увеличивается. РТ-456, берег 1. В контрольно-пропускном пункте сидит дежурный. Он регулирует поток очереди и по прибытию паромов открывает шлагбаумы. Получается, у нас есть накопитель, в котором есть 6 полос. 3 для грузового автотранспорта и 3 для легкового автотранспорта. Получается, я смотрю, если одна полоса забилась, я ее перекрываю. Соответственно, следующая. Как бы цель, чтобы машины без очереди не попадали. Потому что бывает так, что 50 человек добропорядочных, все как бы в очереди стоят и спокойно дожидаются парома. Один найдется тот, кто не хочет ждать, и в итоге начинается бардак. Что касается водителей, то здесь мнения разделились. Одних все устраивает, другие заметили недоработки, а некоторые пока воздерживаются и не спешат делать выводы. Это, неудобно. То есть я сейчас подъехал, горит светофор, а дальше что, куда и зачем, понятия не имею. Честно сказать, по мне, это хорошая идея, не будет, как говорится, клинов. Сейчас, да, конечно, люди пока постепенно привыкают к этому, поэтому я считаю, что это хорошее, потому что сколько я видел, вклинивались, врезались, это тоже, поэтому сейчас это будет все регулироваться. Накопитель, в принципе, нас всем устраивает. Единственное, не хватает сервиса. В плане, кафе здесь одно есть, домашний очаг, кстати, очень неплохое. Баню не мешало. Баню не мешало бы. Но раньше хуже было, сейчас намного лучше.
Жители же заречных районов, конечно же, рады больше всех. Ведь кому, как не им, знать о беспорядочных очередях на паромы. Ну, за лето у меня бизнес там на той стороне, да, и буквально этим летом много раз ездил, и буквально последний раз 2-3 дня назад сюда, проезжал, вот этого ничего не было. Вот если, так посмотреть со стороны вроде бы, да, первый взгляд, что я думаю, наконец-то, образумится все нормальное место встанет. Никаких драк, надеюсь. В будущем вот этого, чтобы не было, думаю. Не скрывает радости и водитель со стажем Михаил Алексеев. Вот уже на протяжении 15 лет он занимается грузовыми перевозками. Только надо причал, вывеску просто поставить. Номер 3, 4, и вообще будет хорошо, нормально все будет тогда. Все отлично сделали, ага. Вскоре такой же накопитель заработает и на противоположном берегу. Также для удобства автомобилистов Министерство инноваций разработало мобильное приложение «Умный паром». В приложении можно следить за тарифами, расписанием и местоположением парома в режиме онлайн. Все эти нововведения призваны в первую очередь обеспечить безопасность людей. Виктория Федорова, Григорий Хлопков, Якутия. День за днем. Сейчас мы снова ненадолго прервемся. Смотрите в продолжении. Беспризорные собаки снова терроризируют жителей, когда уже решится вопрос с безопасностью на улицах и во дворах. Без имущества и крыши над головой пожары в Нерюнгри продолжаются, и далеко не все пострадавшие могут получить хоть какую-то компенсацию. Мы продолжаем программу. Большой резонанс общественности снова вызвали стаи бродячих собак в Якутске. Ранее в местном интернет-сообществе широко распространялись кадры, на которых ребенок, преследуемый агрессивными животными, вынужден забежать в подъезд дома. О том, что делать, когда лучший друг человека становится врагом, расскажет Саргалана Неустроева. На этих кадрах видно, как с отчаянным криком ребенок убегает от бродячей стаи. Страшно представить, что могло бы произойти, замешкайся девочка хоть на минуту. В комментариях под постом к видео люди выразили общее недовольство. В страхе им приходится жить каждый день. Этой ночью бродячие собаки на Якова Потапова такой страшный лай подняли на прохожего. Они по трансформаторам гнезда устроили. Я и днем спасаю прохожих от собак. Мужчинам и мальчикам постарше собаки проходу не дают. Сейчас вот вечером прямо по узкому тротуару бежала большая стая. По Ярославского в сторону центра. Грызлась между собой. Сегодня прямо в центре, около ТРК Туймада, бегала свора 9 штук. Аж ходить страшно. Специалисты утверждают, одна из важных причин, по которым популяция собак резко возросла – недобросовестные владельцы. Дачный сезон прошел, а значит и надобности в охране территории больше нет. Здесь уже каждый решает по совести – взять ответственность за собаку или отказаться от нее. Здесь не за муниципалитет идет даже разговор. Я больше скажу о том, что они, получается, не решат эту проблему самостоятельно. И я не решу ее самостоятельно, и вместе мы не решим ее самостоятельно. Пока не дойдет до населения, что надо, это совместная проблема наша, и что нам надо вместе всем ее решать. То есть не выкинуть собаку на улицу, а, к примеру, поступить с ней гуманно как-то. Или сдать ее в приют, или, может быть, просто пристроить каким-то соседям. Но вариантов очень масса. Говорить о том, что улицы остро необходимо избавлять от бродячих собак, стали еще в начале этого года, после печально известного случая в Ленске. Тогда жертвой халатности муниципальных служащих стал 8-летний мальчик, которого чудом спас проезжающий мимо водитель. В Якутске же отловом собак стали заниматься сотрудники пункта передержки животных. Это 7 мероприятий, это не только отлов, то есть это отлов, стерилизация, кастрация, вакцинация, выпуск обратно в среду, откуда произошел отлов. Также у нас работает одна техника, это машина, непосредственно принадлежащая НКО. И на сегодняшний день нам дали в помощь еще одну единицу машины. Работает 2 бригады отлова, то есть это 4 человека, по 2 человека на одной бригаде.
А между тем популяция бродячих собак в Якутске, по наблюдениям специалистов, составляет порядка 5000 особей. Забавная арифметика: 4 сотрудника ППЖ против огромной стаи агрессивно настроенных собак. В любом случае отлов не избавит местных жителей от опасного соседства. Здесь уже необходимо знать, как избежать нападения. Что касается поведения человека при встрече с бродячими собаками, будь то они агрессивные или не агрессивные, четкого шаблона поведения не существует. Ну, во-первых, если вы идете и видите, что вам предстоит встреча со стаей бродячих собак, надо предпринять все меры, чтобы эта встреча не состоялась. То есть уйти в сторону, зайти в подъезд дома или что. Если все-таки встреча неизбежна, и животные приблизились к вам слишком близко, во-первых, никогда не надо показывать, что вы их боитесь, и не проявлять в том же случае и агрессию к ним. Ну, тут определенного шаблона, еще раз повторяюсь, нет. Надо действовать по ситуации. Не только люди, но и сами братья наши меньшие стали жертвами человеческого безразличия. Здесь народная не от хорошей жизни проявила себя во всей красе. И, к сожалению, в настоящее время никакого действенного, гуманного способа обезопасить улицы города нет. Саргалана Неустроева, Джилостан Иннокентьев, Якутск. Ну, будем надеяться, что хоть как-то поможет разрешить эту ситуацию то, что Якутск получил 23,5 миллиона рублей на работу с безнадзорными животными. Из них 14 миллионов 700 тысяч выделено благотворительному фонду «Помоги выжить». Ну а для нерюнгринских пожарных ночь с 4 на 5 октября выдалась по-настоящему жаркой. В городе произошла череда возгораний. В интервале с 2 до 3 часов ночи загорелись 6 домов по улицам Южно-Якутская, Пионерная и Чурапчинская. О том, как складывается ситуация с домами и их жителями на сегодняшний день, расскажут наши коллеги. Жители дома по улице Пионерной, 7 крепко спали перед началом новой рабочей недели, когда услышали треск огня. Мы спали, у нас семья спала, загорелась, успели только взять документы и выскочить. Дом, потушили, то есть вещи у нас сохранились, но у нас обваливаются потолки, и в подъезде сами видите, что творится. Третий подъезд дома сгорел почти полностью. Второй и первый подъезды в некоторых местах залиты водой. 2 дня было отключено электричество. Сейчас уже подсохло. А так, немного залито было. Надо сказать, 23-й год будут делать ремонт. Ремонт? Отсекать первый подъезд, закольцовывать отопление. Я так понял, будем продолжать жить здесь. Также в период с 2 до 3 ночи загорелись дома 18/2, 21 и 15 по улице Южно-Якутской и дома 15/1 и 17/1 по Чурапчинской. Такого массового одномоментного возгорания в домах не помнят даже опытные пожарные Нерюнгринского района. Все дома были многоквартирные, деревянные, двухэтажные. В каждом доме деревянной застройки установлены датчики автоматической пожарной сигнализации. Благодаря этому факту пожарно-спасательные подразделения смогли отреагировать на вызовы в кратчайшие сроки. И что самое главное, это позволило избежать человеческих жертв. К тушению привлекалось 94 человека и 28 единиц техники. В целом было эвакуировано из опасной зоны более 55 человек. Было 2 пожара, которые имели небольшое распространение. По Пионерной 7, площадь пожара на момент его ликвидации достигла 250 квадратов. И пожар по улице Южно-Якутской, он достиг 70 квадратных метров. В целом, силы и средства гарнизона, которые были сосредоточены на всех этих 6 пожаров, свою задачу выполнили. 4 пожара были потушены в пределах 10-15 минут, а 2 пожара были потушены, процесс тушения занял более часа. Сегодня уже известно, что причина возгораний – поджог. По данному факту Следственным отделом МВД России по Нерюнгринскому району возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лица, совершившего преступление. Несколько семей остались не только без нажитого имущества, но и без крова. За временным жильем в администрацию обращаются семьи, которым нужен маневренный жилой фонд и адресная материальная помощь. Сегодня восстановлена работа инженерных сетей в домах, пострадавших от пожара. Закон написан так, что люди, которые снимали жилье у тех, кто сдавал его, они не имеют права на материальную помощь, хотя действительно пострадали.
Сейчас проведена комиссия КЧС, где мы четко определили порядок деятельности городской администрации в отношении этих домов. По переселению в настоящий момент обратились, на вчерашний день обратилось 2 семьи, им предоставлено жилые помещения. Мы ожидаем остальных жителей, потому что выделение жилого помещения из манеры фонда носит заявительный характер. В пятницу и субботу с 12 до 16 часов для погорельцев работает социальный магазин на проспекте Ленина 6/2. Желающие помочь вещами, мебелью, бытовой техникой могут обратиться в отдел экономики и предпринимательства Нерюнгринской городской администрации. Более подробная информация по телефону 8 914 118 17 75. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Тем временем в Якутии продолжается реализация программы поддержки местных инициатив. Суть программы: жители путем голосования сами решают, что необходимо построить для общего блага в их селе или городе. Большую часть средств выделяет госбюджет, не менее 5% предоставляет муниципалитет, но обязательное условие в строительство желаемого объекта должны вложиться и сами жители. Юлия Михайлова расскажет о некоторых реализованных в рамках программы объектах. 5 лет жителям новостроек 203-го микрорайона Якутска приходилось добираться до ближайшей автобусной остановки, да и вообще в город, преодолевая глубокий овраг. На смену шаткой деревянной конструкции пришел новый легкий металлический мост. Его строительства так долго добивались все жители микрорайона. Сама сумма проекта у нас 2 миллиона 850 тысяч рублей, но по итогам аукциона было снижение суммы 1 850 тысяч рублей. Львиную долю в проект порядка 1,5 миллиона рублей вложил госбюджет. Еще 150 тысяч изыскали в городской казне. Вложились и застройщики микрорайона. Я считаю, это очень хороший результат совместной работы и народной инициативы в первую очередь. Главное условие программы поддержки местных инициатив – участие самих жителей территорий. Часть проекта финансируется из кошелька инициаторов проекта. Сегодня мы все стали свидетелями, как наши идеи, наши инициативы могут воплощаться в жизнь, если мы все сплачиваемся, если мы объединяемся, если мы ведем конструктивный диалог с нашей властью, они видят и слышат нас. В этом году жители региона подали 1832 проекта. Отобрали к реализации 332. Допускались к конкурсу проекты с полными или хотя бы примерными расчетами затрат. Каждый 5-й житель Якутии принял самое активное участие в обсуждении проектов. В селе Юнкюр более 1000 человек. На сельском сходе решили, что необходимо облагородить пустырь, оставшийся после разбора ветхого здания школы, и построили детскую площадку. Теперь это любимое место для детворы всего села. Благополучателей от благоустройства этой территории очень много, потому что здесь, в общем-то, могут свой досуг провести не только же дети. Вот эта площадка, она от 2 до 12 лет. На спортивной площадке вообще ограничений никаких возрастных нет. Просто прийти погулять по дорожке бетонированной, которая, в общем-то, в деревне это как бы редкость, да? Тоже приятно. Может, вообще любой гражданин. Поэтому благополучатели от реализации этого проекта почти все жители нашего наследия. Жители Усьмайского района подключились к программе поддержки местных инициатив 3 года назад. Я знаю, что здесь будет спортивная площадка, это очень хорошо. Мы будем кататься, заниматься скейтбордом. И вот очередная инициатива скоро воплотится в жизнь. Решено обустроить детскую площадку, где дети смогут кататься на роликовых коньках и скейтбордах. 10% от стоимости проекта выделили из местного бюджета. Население тоже приняло участие в сборе средств. Да, когда мы проводили собрание для того, чтобы выбрать проект на 2020 год, то люди высказались, что необходимо все-таки нам обустраивать места отдыха для нашей молодежи, для наших детей. Поддержка местных инициатив – международный проект. В 2017 году Якутия стала первым регионом в России, где эту программу горячо поддержали и власти, и население. В этом году в программе, по примеру Якутии, участвуют уже 62 региона. Во-первых, это позволяет людям самим активно решать свои наиболее актуальные проблемы. А во-вторых, это показывает то, что усиливается контроль. Когда все-таки человек тратит свои деньги, он, соответственно, совсем по-другому относится к тому проекту, который реализуется на территории, на которой проживает конкретный человек.
Благодаря программе поддержки местных инициатив удалось осветить село Немигюнцы. Проект стоимостью в 3,5 миллиона рублей реализовали в этом году. Здесь установили 88 фонарных столбов, оснащенных светодиодными лампами. Осветили почти 4 километра улиц села. Улучшился внешний вид села. Хотим поблагодарить за активное участие в реализации данных проектов наше население и спонсоров. Теперь понятия «инициативный проект», «инициативное бюджетирование», «инициативные платежи» закреплены законодательно. Ежегодно количество местных инициатив только растет, ведь это реальная возможность улучшить и облагородить свой населенный пункт за очень короткое время. Юлия Михайлова, Григорий Охлопков, корреспонденты филиалов телеканала «Якутия-24». Специально для программы «Якутия. День за днем». Сейчас мы снова ненадолго прервемся и смотрите далее. 57 лет в прямом эфире якутское телевидение отметило свой день рождения. Из Питера в Мирный наш корреспондент стал участником увлекательного автопробега. Мы продолжаем. В Мирном завершился автопробег машин на газомоторном топливе. 11 сентября из Санкт-Петербурга выехала колонна автомобилей с двигателями, работающими на метане. Спустя почти 3 недели, проехав более 8,5 тысяч километров и посетив 33 города, автомобилисты добрались до столицы Алмазного края. Об итогах автопробега расскажет Александр Хавренко. Санкт-Петербург, Череповец, Нижний Новгород, Омск, Красноярск и еще десятки больших и малых городов России проехали участники автопробега из Питера в Мирный на природном газе. Главная цель пробега – показать, что путешествие по стране на автомобилях с газовым оборудованием – это доступно, экологично и, самое главное, экономично в сравнении с автомобилями на жидком топливе. В разных регионах бензин стоит по-разному. Где-то он стоит 45 рублей, где-то он стоит 50 рублей. Но, в принципе, мы считаем, что на бензине средняя это 4,5 рубля на 1 километр, на газу, в смешанном цикле это 1,5 рубля. То есть вот считайте, 5 тысяч километров мы проехали, разница 3 рубля. То есть 15 тысяч рублей это вот чистая экономика за счет... Их можно потратить на гостиницы, их можно потратить на аэробоксы, их можно потратить на покупку там чего-то другого полезного для машины. Тягач Скания. Общий пробег 7285 километров. Средний расход топлива на 100 километров 35,97 кубических метров. Средняя стоимость 1 километра пробега 6 рублей 42 копейки. Автобус Нефас. Общий пробег 5740 километров. Средний расход топлива на 100 километров 23,88 кубических метров. Средняя стоимость 1 километра пробега – 4 рубля 19 копеек. Автомобиль «Лада Ларгус». Пробег на природном газе – 7276 километров. Средний расход топлива на 100 километров – 6,52 кубических метра. Стоимость 1 километра пробега – 1 рубль 44 копейки. Автомобиль «Лада Веста». Пробег на природном газе – 4747 километров. Средний расход топлива на 100 километров – 7,46 кубических метра. Средняя стоимость 1 километра пробега – 1 рубль 26 копеек. Вокруг газомоторного топлива существует множество легенд и заблуждений, главное из которых – газ плохо влияет на двигатель, на срок его службы и эксплуатации. Однако и эти мифы участники пробега развеяли. Я сам лично ехал на всех 3 техниках, на тех или иных этапах. Никакого другого ощущения, то, что едет на метане или на бензине, я не почувствовал разницу. То есть машина свои технические характеристики полностью оправдывает, и идут плавно, ход плавный, и мощность не теряется. Также пробег позволил развеять сомнения и скептическое отношение к отечественному автопрому. За более чем 8 тысяч километров у «Лады» и у автобуса не случилось ни одной серьезной поломки. А пассажиры в салоне чувствовали себя вполне комфортно и уютно. «Лада Ларгус». Говорить про какой-то пассажирский комфорт, наверное,
тяжело. В прямом смысле этого слова. Ну и автомобиль брался все-таки не для путешествия, а для выполнения каких-то производственных задач. И мы видим, что с производственными задачами этот автомобиль справляется на 100%. Во-первых, мы его заправляем газом. Газ расходуется 1 рубль на километр. И для производственников, первое, это экономия, и эту задачу он вполне себе выполняет. Лада Веста – это автомобиль для семьи, и там уже более комфортные какие-то условия для передвижения. И также автомобиль выполняет главную задачу и главную цель этого автопробега – показать, насколько это экономно, и мы и экономим, и путешествуем вот такой вот нашей семьей автопробега. По завершению автопробега состоялось совещание, посвященное вопросам массового перехода на газомоторное топливо. Ведь для крупных компаний и для государственных учреждений машины, работающие на метане, это значительная экономия бюджетных средств. А для жителей республики это чистый воздух и улучшенная экология. Александр Хавренко, Кирилл Шолохов, Якутия. День за днем. 8 октября исполнилось 95 лет гражданской авиации Якутии. По сей день для большинства населенных пунктов республики авиация – это единственный вид транспорта круглогодичного действия. Проявляя высочайший профессионализм и преданность своему делу, якутские авиаторы обеспечивают потребность экономики республики в авиаперевозках, транспортную мобильность жителей республики, сокращая время и расстояние. Подробности в сюжете Полины Долинской. В рубеже 19-20 веков якутские писатели предрекали, что однажды в небо Якутии взмоют железные птицы. И вот, 95 лет назад сбылась вековая мечта. 8 октября 1925 года в небо Якутия взмыл первый летательный аппарат, созданный руками человека – самолет «Сопвич» полуторастроечный. Первая в Советском Союзе регулярная линия, проходящая над районами Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера, была официально открыта спустя 3 года после начала освоения авиаторами Якутии воздушного пространства по направлению Иркутск-Якутск. Сегодня же в состав федерального казенного предприятия «Аэропорты Севера» входит 31 аэропорт, которые совершают перелеты более чем по сотням направлений, включая также международные перевозки. Авиаторами Якутии освоено более 40 типов воздушных судов, освоена и техническая эксплуатация, и летная эксплуатация. И якутские авиаторы испокон веков у нас с самого становления авиации Якутии считаются одними из самых профессиональных и квалифицированных авиационных кадров. Пилот – это специалист, в руках которого находятся жизни других членов экипажа и пассажиров. Поэтому он должен быть максимально ответственным и высокопрофессиональным. Именно в этой сфере деятельности важны и теория, и практика. На протяжении 25 лет Якутское авиационно-техническое училище гражданской авиации республики занимается подготовкой квалифицированных кадров. Уникальность нашего училища состоит в том, что оно единственное в республике, которое готовит авиационные кадры. И также единственное на Дальнем Востоке, которое готовит пилотов авиации. Ну, коммерческих пилотов имеется в виду. Наше училище готовит пилотов, техников-механиков, техников-прибористов, перевозчиков. И также на следующий год мы планируем готовить, сейчас готовим документы, планируем готовить диспетчеров управления воздушным движением. 8 октября 1925 года считается днем зарождения авиации Якутии. Именно в этот день впервые поднялся в небо самолет, пилотируемый летчиком Фадеевым, что проделал путь с пристани Дыркалах и совершил посадку на Зеленом лугу. В честь своего юбилейного года на площади Ворота Якутска в небо столицы был запущен воздушный шар с логотипом «95 лет авиации Якутии». Полина Долинская, Джулус Иннокентьев, Якутск. Также в этот день, 8 октября 1963 года, вышла в эфир первая программа на региональном телевидении. Сегодня телевидение Якутии объединяет целое семейство телеканалов, в их числе и наш телеканал «Якутия-24». О том, что происходит в регионе, в России и за рубежом, наши телезрители узнают гораздо раньше остальных жителей страны. Как работает телеканал «Якутия-24», наблюдала Юлия Михайлова.
Это здание знакомо почти всем жителям Якутии. Полгода назад коридоры НВК Саха опустели из-за угрозы распространения ковида. Все, кто может, работают удаленно. Это координаторы эфира, режиссеры, редакторы. Нагрузка, конечно, увеличилась. Работы много. Мы работаем 2 сменами, если раньше чуть больше смен было. Но мы справляемся, мы любим свою работу и делаем это с удовольствием. Весь рабочий процесс изменился, но все программы выходят строго по времени. В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. В последние месяцы невероятное упорство и изобретательность проявили наши корреспонденты филиалов. Они также снимают большие репортажи. Все снято. Давай занос. Еще раз, мне нужен крупный план. Понял тебя, иду к берегу. Благодаря цепкому взгляду через камеру Сергея Козюры многие открыли для себя красоту Южной Якутии. В Нернгринском филиале НВК «Саха» трудится команда из 6 человек. Ежедневно мы делаем новости про Нернгринский район. Рассказываем, чем и как он живет. Говорим о проблемах, о людях, горняках, производственниках, промышленниках, педагогах, медиках, оленеводах и многих других. И хочется рассказать вам о нашем кабинете. Сейчас мы находимся в основной части нашего офиса. Здесь расположены столы, где работают корреспонденты. В этой комнате это святая святых. Здесь находится все наше оборудование, вся техника. И здесь же, за этим чудесным столом, работают Виктор Олесов и Джур Березкин, они же операторы и монтажеры. И именно отсюда выпускаются все наши сюжеты и большие репортажи. Ну и, конечно, самое излюбленное место нашего филиала – это наш любимый балкон. Сейчас вы можете видеть вечернюю Москву, рабочий день уже закончен, завершен. Мясницкий проезд, Садовое кольцо. Сколько сюжетов было сделано именно из этой точки, сколько стендапов мы сделали из этой точки. Что наш московский филиал и объединенный с петербургским, это не только Москва и Питер, это и много других регионов нашей страны. И не только мы ездим в командировки, освещаем новости про наших земляков в ближайшем каком-то Подмосковье. Это может быть и Тверская область, это может быть Новгород, Калининград, Казань. Там огромное количество городов, где происходят потрясающие события, о которых нужно рассказывать нашим телезрителям. И московский филиал, он является частью всех этих новостей. Мы о них тоже с удовольствием рассказываем. Мы едем, вот, например, последняя командировка у нас с Айсеной, и у меня и у Айсены была, кстати, в Минск. А еще корреспонденты телеканала приходят на помощь тем, кто оказался в безвыходной ситуации. Многодетная мама из-за правовых коллизий не могла долго оформить свой земельный участок. После выхода репортажа о проблемах семьи узнала вся республика. Неравнодушные якутяне привезли дрова, лед, продукты, постельное белье и одежду. Подключились социальные службы города. Благодаря вам у меня процесс оформления участка пошел. Нас услышали. И мы очень... Вся моя семья благодарна вам за это. Поздравляем вас с профессиональным праздником. Сегодня новости продолжают выходить в прежнем объеме каждый час. Ведущий, верхушка айсберга работы огромного коллектива, должен быть готов к любой внештатной ситуации. Конечно, бывает. Здесь главное собраться, посмотреть на это все дело немножечко более спокойным взглядом. И все дальше тоже пройдет хорошо и как по маслу. В прямом эфире, как на передовой. Те, кто ведут эфир, выпускающий шеф-редактор, режиссер, звукорежиссер, техники, Skylарk, должны просто жить новостями, чувствовать их и слышать буквально всем телом. Ежесекундно буквально меняется картина в новостях. Бывает и такое, бывают внештатные ситуации. Но так как здесь работают исключительно профессионалы, мы всегда справляемся с поставленной задачей быстро что-то решить во время эфира. Совсем скоро телеканал «Якутия-24» появится в новом приложении НВК Саха. С помощью приложения для телефонов iPhone и Android можно будет не только смотреть прямой эфир, читать новостную ленту, но и предлагать свои идеи для репортажей и программ НВК Саха. Юлия Михайлова, Григорий Охлопков, корреспонденты филиалов телеканала «Якутия-24», специально для программы «Якутия. День за днем». Вы смотрели программу «Якутия. День за днем». Именно такой увидели эту неделю мои коллеги. Корреспонденты канала «Якутия-24» продолжают следить за развитием событий. Для вас в студии работал Иван Лазаренко. До встречи в эфире.